Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости на сегодня. Итак, мы с Алтаем приехали на вторую химию. Ждем доктора, ждем, когда нас вызовут. Ну что, Алтай? Ходишь, все ходишь. Не тяни, малыш, не тяни. Давай посидим, подождем доктора. Да, Алтаюшка у нас. Вот, молодец. Вот. Это у нас химия. И мы немножко тут возлегаем. Вот какие мы. Вот. Да. Хоть немножко поотдыхай. Полежи, поотдыхай. Ну, поотдыхай, пожалуйста. Только не буйствуй. Ну, пожалуйста. Ты же хороший. Какой умный. Алтайка умный. Ой, какая нежность. Ой, какая нежность. Не буйствуй, пожалуйста, только лежи. Мне еще тебя час держать, понимаешь, час. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, нет. С химией мы не пойдем. Нет, не пойдем никуда. Все, давай. Все. Нет, 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 нет. Пожалуйста, давай приляжем. Здесь у нас уже на шейке все зажило. Ну, такие рубцы есть. Наш не выспался. Ну, ты даешь. Рубцы вот здесь. Вот тут вот. Кровь сдали. Химию разрешили сегодня сделать. Каштанке проведена операция по удалению опухоли. Все прошло хорошо. Счет выставили в клинике 25 тысяч. Друзья, помогайте, пожалуйста. Все это надо оплачивать. Я просто не тяну. Спасибо вам за то, что вы помогаете. Но у нас столько их много. Мы много спасаем и много оперируем, лечим. До того, как начинаем пристраивать. Друзья, пожалуйста. Лоле начато лечение глаз, и мы ищем ей домашнюю передержку, а лучше всего дом. Друзья, в Якутске новая беда. Да, лето. Да, нет губительных морозов. Но бездомных начали травить. Травят во многих дворах, и собаки мучительно умирают. На глазах у людей, у детей. Обратилась ко мне девушка с просьбой спасти собаку. Это та девушка, которая спасла и лечила зимой малышку, щенка Дарину. Дарина сейчас живет у нашего волонтера в Берлине. На канале есть ролик. Так вот, сейчас опасность грозит вот этой чудесной девочке с голубым глазом. В их дворе тоже были смертельные отравления.
Тильда, так назвали мы девочку. Она очень умна, охраняет детей во дворе, чувствует издалека агрессивного или выпившего человека, предупреждает. Очень хочет быть с человеком, так старается быть рядом. И вот ее-то соседи по дому, жильцы двора грозятся отравить. Так же, как были отравлены другие добрые собаки в этом дворе этими же жителями. Ужасно, если будет новое отравление, если ее отравят. Тильда уже взрослая девочка и стала собирать вокруг себя кобелей. Это тем более не нравится местным жителям. Чтобы хоть как-то защитить Тильду от ненавистников, пришлось срочно простерилизовать. Но все равно ее жизнь каждый день в опасности. Ее надо спасать, но где взять средства? Это боль. Гарик, этот парень совсем не может за себя постоять. Как будто он совсем не собака. Его обижают сородичи. Он убегает от них, прячется в подъездах. Но оттуда гонят люди. И снова он вынужден в страхе находиться там, где снова догонят и добьют. Раны на шее и ушах не слабые. Завели во двор в одну семью, чтобы смотреть. А он совсем никакой, вялый, отказывается от еды. Видимо, стала уже гноиться и температура. Ну, погибнет же. Упросили медсестру в ночи приехать хотя бы платно. Обкололи антибиотиком, обработали раны, введя в легкий наркоз. Ведь ему больно, он не дает прикоснуться. Здесь важно все вовремя сделать, чтобы не получился Алтай номер 2. И вот как его, большого добряка, выпустить теперь снова на улицу? Этот малыш рыженький прибился к другому помету, где помет выживал кое-как с мамкой в поле, в гаражах, потом под домом. Других щенков, которые были с мамкой из другого помета, забрали другие волонтеры под свое кураторство. А этот рыженький остался скитаться.
Одному ему не выжить, бегает, плачет, ищет кому-нибудь бы прибиться. Но, увы, или помойка, или под домом, а ему так хочется к человеку. Вот такой вот малыш.